Вильнюс, Москва, Крым и, так сказать, той ситуации, которую Сергей Михайлович Соловьев назвал крымскими аукционами, которая длилась порядка 2 десятилетий. А в 1563 году мы наблюдаем полный разрыв уже между Западной Черкесией и русским государством, выражая словами Екатерины Николаевны Кушевой, одного из ведущих специалистов по русско-кавказским отношениям, Западная Черкесия оказалась полностью потеряна для Москвы. И в 1963 году мы видим интереснейшие упоминания Сибока и Машука в русских источниках как противников Темрюка, старшего князя Кабарды. И в 1963 году уже обозначилось враждебное отношение между Темрюком, который в этот период уже тесть, царский тесть, и не только группой кабардинских князей. Вокруг Шиавшока Кайтукина сложилась мощнейшая оппозиция Темрюку, по крайней мере половина феодальных владетелей Кабарды стала выступать против политики Темрюка. Но и западно-черкесских князей Сибока и Машука. И в 1963 году уже присутствует значительный русский военный контингент во владениях Темрюка и Дарова, порядка 1000 стрельцов, который строит город для Темрюка. Под городом, видимо, имеется в виду просто некий небольшой форт, видимо, снабженный артиллерией. И это усиливало, конечно, позиции Темрюка в регионе, не только в отношении всей Черкесии, но и в отношении Дагестана. Противопоставляло его, так сказать, большинству феодальных владетелей региона. И начиная с 1963 года мы можем говорить уже окончательно о том, что этот союз был прекращен для Западной Черкесии. Возвращаясь к Вишневецкому, надо обязательно сказать о том, что одновременно с приглашением черкесских князей в августе 1961 года, в сентябре 1961 года Сигизмунд II Август прислал так называемый Глейтовый лист. Это охранная грамота для Дмитрия Вишневецкого, простил ему все его преступления против литовского государства и пригласил его на службу. Но Вишневецкий еще какое-то время находится на русской службе, успевает, как отмечают исследователи, побывать в Москве, завершить какие-то свои личные московские дела, может быть, продать имение или собрать какие-то свои денежные, так сказать, налоговые поступления. И в 1562 году он переходит обратно на литовскую службу и потом вскоре совершает безуспешный рейд против османов в Молдавии и погибает. Из вот этого комплекса вопросов выделяется вопрос о черкесах в Литве. Это, конечно же, отдельный большой вопрос, даже не в Литве, а уже в Речи Посполитой, поскольку с 1569 года это уже польско-литовское государство. И здесь я бы хотел обратить внимание на персону Темрюка Шенковича Пятигорского. Это наиболее выдающийся черкесский князь на польско-литовской службе во второй половине XVI века, наиболее ярко себя проявивший. На основании монографии Йозефа Вольфа
становится известно, что он отличился в войнах с русским государством, с Валахией, Турцией, Крымским ханством. И его служба проходила во время правления Сигизмунда II Августа и Стефана Батория. Он имел большие земельные пожалования, владения в Жемайтии, это этническая литовская территория, Жмуть или Жемайтия, в Белоруссии и в других областях Великого княжества Литовского. На сейме 1587 года пан Темрюк упоминается в списке ротмистров, имевших под своим началом 100 всадников. Ну, в военное время это уже, как сказать, количество всадников, которыми командовал ротмистр, увеличивалось там до 1000 всадников. Это фактически такой чин полковника того времени. В 1598 году король Сигизмунд III Ваза даровал Темрюку Пятигорскому еще ряд поместий. Упоминается также его сын Николай Михаил Шенкович, который также был королевским ротмистром, и в 1632 году король подтвердил его обладание всеми отцовскими вотчинами. Отношение к пришлым черкесским князьям было достаточно сложным. Отголоски этого содержатся в редких, но введенных в оборот польско-литовских источниках. В частности, упоминается конфликт между Темрюком Шенковичем и заведующим королевской канцелярией, а на этот пост назначались ведущие магнаты государства, который имел место во Львове в период правления Стефана Батория. Поводом для конфликта стало пренебрежительное замечание этого главы канцелярии о Темрюке Шенковиче как об иностранце, которому уделяется слишком много внимания. Это вызвало такую потасовку или свалку, в ходе которой стороны схватились за оружие, и Темрюк Шенкович получил сабельное легкое ранение. Поскольку все это произошло фактически в присутствии короля Стефана, то оба провинившихся были на небольшое время заточены в королевскую тюрьму в качестве такой профилактической меры. Тема русско-черкесского альянса в этот период, она, конечно, далека от того, чтобы назвать ее полностью изученной. В этом плане можно сказать об очень интересной статье, обратить внимание на очень интересную статью, которая, к сожалению, редко пользуется в нашей историографии. Она написана Лемерсье Келькеже,